В центре Якутска ученые берут пробы земли на наличие бацилл сибирской язвы. Объектом исследования стал участок земли в квартале 79. Его окружают улицы Белинского, Каландарашвили, Аюнского и Петровского. Что стало причиной исследований, знает Александр Зубехин. Здесь работы проводятся в костюмах биологической безопасности. Пробы из земли извлекаются с помощью бура. По завершению отбора шнек от бура обрабатывается газовой горелкой. А обвалы почвы с помощью хлорсодержащего дезинфицирующего средства. Сами пробы по завершению отбора отправляются в научно-исследовательский институт города Иркутска. Раньше на этом пустыре располагалась лаборатория по изготовлению сибироязвенных вакцин. По словам специалистов, остатки биопрепаратов были утилизированы по всем правилам. По архивным данным, на данной территории, где производится отбор проб, захоронений животных, павших от сибирской язвы, нет. Теоретически там сибирской язвы не должно быть, но для того, чтобы подтвердить лабораторно, берется анализ и специалистами противочумного института. Санитарно-эпидемиологическую экспертизу на земельном участке проводят сотрудники Иркутского научно-исследовательского противочумного института Сибири и Дальнего Востока. Исследования проводятся по заказу Фонда будущих поколений. Если ученые докажут, что почва не содержит веществ, представляющих опасность, здесь планируется создать парк. Будем проводить архитектурный конкурс, по результатам которого, выявим лучший проект. Все это будет очень широко и публично обсуждаться, все эти конкурсные проекты. Будем привлекать и студенчество, и молодежь, и жителей столицы нашей республики для того, чтобы они высказали свое мнение по этим конкурсным проектам и выберем наилучший вариант. Поводов для беспокойства нет. Процедура стандартная. Тем не менее, первыми результаты экспертизы получит Республиканский Роспотребнадзор, где тоже предстоит тщательная проверка. Для того, чтобы поднимать почвы из глубин, необходимо проведение экспертизы. На всякий случай. Но это регламент такой. Если оно вошло в перечень сибироязвенных захоронений, а есть такой кадастр, и оно там, это место есть, то, соответственно, чтобы предпринимать какие-то мероприятия с подъемом почвы, они обязательно должны провести экспертизу о наличии этого возбудителя. Это определенный установленный порядок на сегодняшний день. Окончательное заключение получат в конце сентября. Если в пробах ничего не обнаружат, то в центре города появится еще один парк, включающий скейт-парк, спортивные площадки, площадки для детей, зоны для спокойного отдыха и молодежный коворкинг-центр. Александр Зубехин, Владимир Павлов, Дилус Иннокентьев, Якутск.